Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина и о главном к этому часу. Глобальный разговор. Больше взаимопонимания. И тогда, несомненно, темные силы отступят. Что обсуждали на заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», расскажет Дмитрий Аринин. Малайзийский манговый десерт сага, казахстанские закуски с кортом, блюда из тигровых креветок и не только. Закуска это была карпаччо из телятины и азиатским соусом. На горячее у меня было стейк-сырьет, это из конины. На площадке Казань-форума стартовал международный турнир молодых поваров. О том, чем удивляли участники, расскажет Сирина Васильева. На астрономической обсерватории открыли памятную табличку, посвященную включению объекта в список ЮНЕСКО. Повышает действительно и престиж, и привлекательность и Татарстана, и Российской Федерации. Участники Казань-форума обсудили роль культурного наследия ЮНЕСКО в развитии регионов. Подробнее в репортаже Вероники Гайнудиновой. Завершается третий день Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Он юбилейный и проходит в 15-й раз. Накануне состоялось официальное открытие, стартовала российская халяль-ярмарка. Деловая программа в самом разгаре. Сегодня главным стало заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» под председательством Рустама Минниханова. О статусе мероприятия говорит участие вице-премьера Марата Хуснуллина, он же председатель оргкомитета форума. И почетного гостя Гурбангулы Бердымухамедова. Как отметили, в настоящее время роль группы особенно возросла. Главная тема – справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие. Какие акценты и приоритеты расставили участники встречи, расскажет Дмитрий Аринин. Традиционно в Казани заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» проходило в ратуше. Но в этом году это здание готовят к саммиту глав государств БРИКС. Поэтому сегодняшняя встреча состоялась в IT-парке имени Башира Рамеева. В начале заседания вице-премьер страны, председатель оргкомитета Казань-форума Марат Хуснуллин зачитал приветствие Владимира Путина. Именно глава государства в 2005 году инициировал тесное сотрудничество России со странами исламского мира. Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, твердый настрой на движение вперед в самых разных областях. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре поистине впечатляют. Служат еще одним зримым свидетельством весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества, укрепление его суверенитета и влияния в мире, в обеспечение в нашем обществе стабильности и согласия. По поручению Владимира Путина уже 10 лет группу стратегического видения возглавляет Рустам Минниханов. Он отметил, в настоящее время ее роль особенно возросла, а партнерство России и исламского мира несет важный вклад в обеспечение безопасного развития в условиях справедливого многополярного мироустройства. Сегодня крайне негативное влияние на глобальную безопасность и мировой экономики продолжает оказывать украинский кризис. Весь мир всколыхнуло обострение ситуации в Палестине, напряженность между Ираном и Израилем, кровопролитные бои в секторе Газа и гибель огромного количества мирного населения не могут не вызывать обеспокоенность у мусульман всего мира. В России, в том числе в Татарстане, была организована работа по оказанию гуманитарной помощи. И, конечно, я благодарю всех россиян и татарстанцев за отзывчивость. Сегодня почетным гостем стал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил работу группы и роль ее председателя. Конечно, следует особо отметить выдающий вклад правительства Татарстана в укрепление связей России с исламским миром, то есть наведение мостов, взаимопонимания и сотрудничества и сопряжения долгосрочных интересов и целей. Во многом благодаря работе Рустама Минниханова, его умению как и политика, и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств, мы, конечно, видим значительные успехи вот в этом направлении. Я предлагаю вот на этом форуме рассмотреть возможность разработки исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и
доверия. Считаю целесообразным обсудить это предложение с Организацией исламского сотрудничества и другими заинтересованными международными структурами вместе поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Одним из первых сопредседателей группы стратегического видения был Минтимер Шаймиев. Сегодня отметили его работу и курс, который продолжил Рустам Минниханов. Татарстан дает пример другим субъектам Федерации ведения инфраструктурно значимых международных проектов. И первый президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев, и сегодня Раис, наш брат Рустам Нургалиевич Минниханов, активнейшим образом ведут международное взаимодействие. Рустам Нургалиевич не вылезает из самолета. Сейчас в России проживают более 20 миллионов мусульман, а в мире почти 2 миллиарда, и их число с каждым годом растет. Сегодня мы встречаемся в непростое время, в условиях противостояния враждебным действиям западных стран. Одновременно исламский мир переживает суровые испытания на Ближнем Востоке, подвергается риску существования фундаментальных норм международного взаимодействия, которые Запад активно пытается подменить неким порядком, основанным якобы на демократических принципах. На принципах, цель которых – разделить дружественные страны и препятствовать созданию устойчивого, справедливого, многополярного мира, который мы усиленно строим вместе. Организация исламского сотрудничества, ее институты делают очень многое для укрепления многостороннего сотрудничества на основе общих целей в соответствии с уставом ООН. Мы опираемся на принципы взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга, добрососедства. Во встрече приняли участие главы зарубежных дипломатических представительств, известные ученые и мыслители стран исламского мира, а также духовные лидеры. Представители разных направлений и течений ислама, христианства, иудаизма на протяжении веков находили общие точки соприкосновения. В общем и целом жили мирно. Баланс между религиями нарушался только в результате целенаправленной политики стран Запада. Будь то это Франция в XIX веке, Великобритания в XX веке, США и Израиль в нашем мире. Когда весь мир кипит, мы должны сближаться. Больше друзей, больше сотрудничества, больше взаимопонимания. И тогда, несомненно, темные силы отступят. Как отметили, православие и ислам придерживаются схожих взглядов. К примеру, это права человека и семейные отношения. Приветствие участникам встречи сегодня адресовал патриарх Кирилл. Здесь имеющие общие ценности фундаментальные нравственные ориентиры, помогающие нам смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности. Заседание продолжалось около 3 часов. По итогам выступления подготовят резолюцию и сформируют экспертные предложения по дальнейшему развитию международных отношений. Дмитрий Айринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Робы-собаки в тюбетейках, деревья и камни, в которых проводят встречи, а также тысячи стаканчиков мороженого за сутки. Это тоже Казань-форум или его неформальная часть. Так уже традиционно здесь угощают блюдами высокой кухни, предлагают сесть за штурвал вертолета, а волонтеры общаются на 4 языках мира. Алейкум салям. Уже со входа понимаю, что здесь рады каждому, кто знает главное приветствие исламского мира. Гостей приветствуют минимум на 2 языках. Какими языками вы владеете? Арабский, русский, английский, татарский. Специально обученные волонтеры делают это, чтобы гостям было комфортно на полях Казань-Экспо. Сегодня жарко и на расхват мороженое. Стаканчик пломбира в руках почти у каждого. Их раздают волонтеры на 4 точках Экспо. В каждую за раз привозят по 150 стаканчиков. За день разбирают тысячами. Полностью такая морозилка, наверное, уходит за 2 часа. Люди очень быстро все разбирают, очень расхваливают. В
Все возможности и для духовной пищи на полях форума для верующих, светлые и просторные молельные комнаты. Это просто прекрасно, что, прилетев сюда, мы имеем возможность совершать намаз за 1000 миль от родной Африки. Чувствуем себя как дома. В красном цвете это то, что значит, мы очень гордливые, мы очень строптивый народ. А для делегации из Кыргызстана форум – это возможность показать свою национальную идентичность. Девушки в национальной одежде готовили специально для Казани. Есть связь между Казанью и странами СНГ, Ближним Востоком даже. И, конечно же, этот форум связывает непосредственно сам факт исламского мира. А Татарстан привлекает внимание гостей еще и своей традиционной любовью к технологиям. Например, здесь, на площадке Digital Татарстан, прежде чем начать говорить о программных решениях и нейросетях, гостей встречает вот такой робопес и предлагает попробовать свои силы в старой доброй игре Понг, в России более известной как Арканоид. Это удивительно, что в Татарстане такие вещи делаются. Мы как гости, мы как коллеги их очень поддерживаем, конечно, такие проекты. Только здесь гости могут оказаться сначала в виртуальной реальности, своими руками удаленно собрав нужный им заказ, а затем в реальности телевизионной, дав интервью всему миру из выездной студии ТНВ. А это выставка техники, производимой в Татарстане, Узбекистане и Беларуси. И оказавшись здесь, понимаешь, что Казань форум — это и вправду полное погружение в происходящее, чего стоит хотя бы КАМАЗ или красавец Ансат, в которых можно посидеть внутри, что называется, оказаться за штурвалом и почувствовать себя настоящим пилотом. Не получится, разве что взлететь. Я впервые вижу и татарстанский транспорт, и производимые здесь вертолеты. Но хорошо знаю о вашем бизнесе и инвестиционном климате. Приехал сюда, чтобы заключить контракт с татарстанскими партнерами. Еще одна особенность форума – это то, как называются залы, в которых проходят конференции. Если большинство из них пронумерованы классические, зал номер 1, номер 10, номер 20, то, по крайней мере, 2 из них носят название материалов. Например, это камень. Только что здесь обсуждали строительные проекты. А этот зал носит название дерево, и здесь сейчас говорят о коммерческих проектах в недвижимости. Я впервые в Казани, очень приятно находиться на этом форуме, потому что здесь я познакомился со многими регионами России. Раньше я знал только о Москве, но попав сюда, я увидел все многообразие вашей страны. Я в Казани во второй раз, и форум этого года стал для меня настоящим сюрпризом. В прошлом году было жарко, а в этом прохладнее. Конечно, холоднее, чем у нас, но мне нравится, мы любим разную погоду. Чтобы обойти все площади и увидеть все происходящее на форуме, конечно, будут нужны силы, и их периодически нужно будет подкреплять. А чем? Правильно, едой. Тем более прямо сейчас на Казань-форуме готовят блюда многих стран исламского мира. Много видов кухни, разнообразие блюд, ну и, конечно, объемов. Всем точно хватит. У нас здесь 600 посадочных мест. Вчера территория была освоена на 1/3. И даже если не по одному разу обижать все Казань-Экспо, вряд ли хватит времени и сил увидеть все, что приготовили гости и организаторы Казань-форума. Впереди еще минимум 2 дня, чтобы успеть это сделать. Рамиль Шайдуль, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня выставку «Раша Халяль Экспо» посетили Рустам Минниханов, вице-премьер страны Марат Хуснуллин и национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Гости осмотрели стенд Татарстана. Им рассказали об экономическом потенциале республики, а также о ведущих предприятиях, в том числе сотрудничающих с Туркменистаном. В прошлом году товарооборот между нашими регионами вырос на 13% и превысил $52 миллиона. Большую экспозицию подготовил и Туркменистан. На стенде особое внимание уделили национальным коврам и уникальной технологии их изготовления. 5 лет назад туркменское ковроделие внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Здесь же представлен широкий ассортимент туркменских производителей. Сегодня Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов посетили международную выставку недвижимости. Она открылась на Казань-Экспо. Свои проекты представили ведущие застройщики 5 стран. Предмет особого интереса не только архитектурные особенности и ценность объектов, но и их инвестиционная привлекательность. О самых интересных решениях Рамиль Галиуллин. На 15 тысячах квадратных метрах лучшие решения для инвестиций в стране и за рубежом. Это выставка инфраструктурных объектов России, Арабских Эмиратов, Турции и Индонезии. Ее осматривают Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов.
Они вносят, значит, деньги, которые сразу конвертируются в квадратные метры, и с никаких штрафов дальше платят квадратные метры. Отдельное внимание значимым проектам Татарстана, в том числе туристическим. Вице-премьеру рассказывают о строительстве нового курорта «Казань-Марина» в Лаишево. Ежегодно он сможет принимать до 600 тысяч туристов. Центральным будет яхтенная марина. Яхтенная марина большая, порядка 300 лодок будет одновременно находиться на воде. Отдельный стенд посвящен развитию городской среды. Гостям докладывают об итогах десятилетней программы развития общественных пространств. Это и программа «Наш двор», которая радует практически каждого жителя республики. Безусловно, это и Волжская тропа, которая в этом году уже появится и даже сейчас доступна для посетителей. Это 350 километров по правому берегу Волги. Любой прямо сейчас сможет по ней пройти и увидеть, наконец, какой, оказывается, прекрасный природный Татарстан. Еще один пример успешного инвестпроекта почти на 1 миллиард рублей. Первый в республике завод лифтового оборудования. Запуск нового производства состоялся месяц назад. Предприятие планирует выпускать 1500 единиц в год, но в следующий год мы планируем увеличить наши производственные мощности до 3000 единиц. Также планирует развивать в вторую очередь собственную испытательную башню. А этот проект должен стать новой визитной карточкой Татарстана. Сегодня на выставке презентовали часть эскизов внутренних интерьеров строящегося театра Камала. Остальное вот ваша Как отметили, сегодня Татарстан один из самых инвестиционно привлекательных регионов страны. 3 года подряд в республике сдают больше 3 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю наш регион занимает 6-е место в стране и 1-е в ПФО. 5 стран-участников у нас. Это Россия, Турецкая республика, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Индонезия и Турецкая республика, Северный Кипр принимают участие. В этом году 15 тысяч квадратов заняла эта выставка. И в рамках этой выставки застроено 3 конференц-зала, где по графику у нас идут сессии. Показали Марату Хуснуллину и достижения промышленности республики. Все от вертолетов и дронов до катеров и большегрузов. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов и Алмаз Зейдинов. ТНВ. Казань. Рустам Минниханов сегодня принял участие во встрече вице-премьера Марата Хуснуллина с министром экономики Султаната Оман Саидом бен Мухаммедом Аль-Сакри. Марат Хуснуллин отметил, наша страна дорожит хорошими отношениями с Оманом. Гость также подтвердил, товарооборот Омана и России значительно вырос, но есть возможность увеличить эти показатели. Он также отметил, что рад встретиться с раисом Татарстана и обсудить возможности экономического сотрудничества в самых разных сферах. Рустам Минниханов, в частности, поблагодарил министра за участие в Казан-форуме. Усилить нашу работу. Республика Татарстан, как один из ведущих субъектов Российской Федерации, искренне нацелена усилить нашу работу с Оманом. Хотя вот мы видим позитивные результаты, но это явно недостаточно. Рустам Минниханов принял участие во встрече вице-премьера страны Марата Хуснуллина с первым заместителем председателя Кабмина Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Товарооборот между странами имеет динамику к росту. Большое значение придают проекту транспортного коридора север-юг. Рустам Минниханов поблагодарил за открытие в Казани генерального консульства. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном превысил $170 миллионов. Есть потенциал расширения сотрудничества в нефтепереработке, машиностроении, в области подготовки кадров, науке, культуре. Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя администрации президента России Магомед Саламом Магомедовым. Обсудили вопросы социально-экономического развития республики, реализацию национальных проектов. Также Рустам Минниханов вручил гостю медаль в честь столетия ТАССР. И сегодня на Казань-Экспо прошел торжественный прием по случаю международного форума. К участникам и главам делегации обратились председатель оргкомитета Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов. Вице-премьер поблагодарил руководство республики и всех организаторов за высокий уровень проведения мероприятия. Раис республики подчеркнул значимость форума. Россия и исламский мир сегодня – это мощная сила, которая способна сохранить все те ценности, которые важны для человечества. Мы все это понимаем, и мы в этом направлении вместе с вами работаем. Отдельные слова благодарности хочу адресовать Рустаму Галиевичу Минниханову, Республике Татарстан,
И всем организаторам и участникам на федеральном уровне, на региональном, всем губернаторам, которые приехали, всем представителям бизнеса, которые присутствуют здесь, за высокий уровень подготовки и поддержку всех мероприятий. Знаменательное событие в дни форума. На здании астрономической обсерватории КФУ сегодня открыли памятную доску, посвященную включению объекта в список ЮНЕСКО. Это 4-й такой объект в Татарстане, и по количеству исторических комплексов, признанных всемирным наследием, республика занимает 1-е место в России. Всех причастных к историческому событию поздравил Минтимер Шаймиев. В список новых объектов всемирного наследия ЮНЕСКО включены астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Такое решение было принято в сентябре прошлого года в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, на 45-й сессии Комитета ЮНЕСКО. Сегодня увековечили это событие. Теперь на здании обсерватории есть памятная доска, подтверждающая ценность объекта. Сейчас республика в России занимает 1-е место по объектам ЮНЕСКо. Объект всемирного культурного наследия, материального наследия по всем этим показателям. Это огромный опыт работы всего нашего коллектива, государственного университета, ученых. И поэтому я хочу поздравить всех нас с сегодняшним знаменательным историческим событием. Идея о включении астрономической обсерватории в список ЮНЕСКО впервые прозвучала в 2009 году. Большую работу в этом направлении провел Минтимер Шаймиев и созданный по его инициативе Фонд Возрождения. В 2017-м проект поддержала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова во время визита в Татарстан. С 2019 года началась работа по продвижению обсерватории КФУ в список всемирного наследия. Это повышает действительно и престиж, и привлекательность и Татарстана, и Российской Федерации в плане обширного, еще недоосвоенного нашего культурного, исторического, научного наследия. Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Республика Татарстан будут дальше работать над тем, чтобы в этом списке появлялись новые объекты. Астрономические обсерватории КФУ – это комплекс. Есть городская и загородная. Памятную доску установят и на здании обсерватории имени Энгельгарда в Зеленодольском районе. В этот день мне бы хотелось особо отметить наших ученых КФУ, ученых Академии наук, которые очень над этим сильно работали, и это действительно их большая заслуга. Соединение научного и культурного наследия отличает этот объект, и таким образом мы можем характеризовать те процессы, которые происходят сегодня в науке, и это хорошая возможность для представления имиджа Татарстана, имиджа Казанского федерального университета. Торжество прошло в рамках Казань-форума, поэтому здесь много иностранных гостей. На панельные дискуссии они обсудили роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в развитии регионов. Фарид Мухаммедшин отметил, объекты ЮНЕСКО представляют интерес не только как памятники истории и архитектуры, но и открывают возможности для укрепления политики мира и согласия, помогают развивать республику. Для нас это гордость. Это уважение к старине, если можно сказать, к истории. И через эти работы мы ведем большую воспитательную, культурно-духовную работу. Вот у нас министр культуры тоже здесь, Ирада Хафизян, присутствует. Эти возможности используем сполна. Международные гости и эксперты подчеркнули важность сохранения таких объектов. Так, в африканском государстве Мали в списке памятников ЮНЕСКО, так же, как и у нас в Татарстане, 4 объекта. Древние города Дженне. Они развивались, чтобы стать торговой точкой. Больше 2000 домов были построены на маленьких холмах. Они представляют исламскую архитектуру. Нам удалось сохранить особый стиль благодаря включению их в список объектов ЮНЕСКО. В России в почетный список внесен 31 объект. Вероника Гайнудинова, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Сегодня Минтимер Шаймиев встретился с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Они обменялись мнениями о деятельности группы стратегического видения России «Исламский мир», дальнейшем укреплении сотрудничества между исламскими государствами и Россией. Также обсудили ход реализации совместных проектов.
Комплекс Казанского Богородицкого монастыря начнут восстанавливать. Об этом сегодня стало известно на встрече Рустама Минниханова и председателя Комитета Госдумы по международным делам, лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого. Во встрече приняли участие вице-премьер страны Марат Хуснуллин, митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Что восстановят и в какие сроки, расскажем в репортаже. Мы сегодня имеем возможность обсудить не только вопросы ислама, и в то же время вот на земле, где мусульмане, восстановление православных святынь. На Казань-форум традиционно приезжает большая делегация Русской Православной Церкви, отметил Рустам Минниханов. Год назад почетным гостем был патриарх Кирилл. Представители РПЦ сегодня приняли участие в заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Уже после состоялся важный разговор о возрождении комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Это произошло на встрече Рустама Минниханова с Леонидом Слуцким. Лидер ЛДПР сообщил о решении партии оказать помощь в возрождении объекта. И сегодня тот масштабный проект и помощь владыке Кириллу в его реализации – это большая честь. Поэтому, конечно, справимся, дорогой владыка, дорогой Рустам Нургалиевич, и окажем все возможное и невозможное содействие для того, чтобы эта святыня для православных верующих далеко за пределами Татарстана, скажем так, заиграла всеми красками. Комплекс храмов Богородицкого монастыря, он нуждается в серьезных инвестициях, проектная работа готова, уважаемый митрополит может сказать. И, конечно же, инициатива ЛДПР в части того, что взять и этот проект довести до логического завершения, было бы очень привлекательно. Собор Казанской иконы Божьей Матери возродили 3 года назад. Митрополит Кирилл поблагодарил Леонида Слуцкого за готовность реализовать новый проект, Рустама Минниханова и Марата Хуснуллина за всестороннюю поддержку. Благодаря вашим трудам Марата Шахерзяновича, которые в свое время превратили Татарстан в такой цветущий край, вместе во главе с Митимиром Шариповичем, когда он был еще главой республики, и замечательные наши памятники, Болгары или Свияж, которые восстановили совместно. И вершиной этого стал Казанский собор. Дай Бог, чтобы все то, что задумано нами, получило благословение Божие. Как подчеркнул Рустам Минниханов, в городе построят соборную мечеть, и будет правильно параллельно возродить полный комплекс Богородицкого монастыря. И сегодня же Леонид Слуцкий в сопровождении митрополита Кирилла побывал в возрожденном соборе, поставил свечку, приложился к иконе и отметил, затягивать с восстановлением монастыря не будут. Задача многосложная, объемная. Предстоит серьезное проектирование, затем строительные работы. Поэтому с удовольствием возьмем эту непростую задачу на себя, но, тем не менее, современные возможности позволяют сделать это достаточно быстро. Я думаю, что у нас это получится. Еще в марте Райс Республики говорил о необходимости реконструкции храма Николы Тульского XVI века, Настоятельского и Сестринского корпусов и здания церковно-приходской школы. В советское время здесь располагались цеха и общежития табачной фабрики, помещения педагогического института. Теперь объектам хотят вернуть их первоначальное духовное значение. Лина Зинатульна, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Духовное управление мусульман приглашает всех на Изге Болгар-Жүйені. Он пройдет в это воскресенье, 19 мая, в Древнем Болгаре. Традиционно состоится коллективный намаз под открытым небом и будет представлена насыщенная культурная программа. Впервые в этом году гости смогут прочитать Тауба намаз, молитву покаяния. В год семьи разыграют сертификаты на семейные путевки в хадж. Подробная информация есть на сайте Духовного управления мусульман. Эта территория касается всех мусульман нашей страны. Она важна для каждого, и мы приглашаем всех вас посетить это прекрасное собрание. Так как этот год в нашей стране является годом семьи, было принято решение разыграть 3 семейные путевки в хадж. Но есть одно условие – быть семейным и со своей семьей, со своей парой, то есть мужу с женой, жене с мужем, присутствовать во время розыгрыша после обеда. И Аллах верса, в следующий год мы сможем отправить 3 семейных пары, поэтому передайте своим друзьям и приходите сами.
Фарид Мухаммедшин сегодня встретился с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Маратом Адильхановым. Он подчеркнул, между Казахстаном и Татарстаном установились крепкие торгово-экономические связи, активно развивается гуманитарное сотрудничество. Гость высоко оценил уровень проводимых в рамках Казань-форума мероприятий. Глава Госсовета рассказал об экономическом потенциале Татарстана. На выставке Казань-форума участвует компания «Иджара Лизинг». Внедрение механизма аренды по шариату помогает фирме и ее клиентам увеличивать доход в условиях роста цен на спецтехнику. С презентацией компании «Иджара Лизинг» на выставке знакомятся премьер республики Алексей Песошин и многочисленные делегаты форума. Татарстанцы представляют дочернюю фирму инвестиционно-венчурного фонда республики. Компания одна из первых на российском рынке оказывает услуги лизинга по нормам шариата. С перевода на арабский «Иджара» — это аренда. То есть само название говорит о том, что мы занимаемся сдачей в аренду техники, спецтехники, то есть и различного вида оборудования. Целевая аудитория «Иджары» – представители малого и среднего бизнеса. Начали мы уже деятельность свою осуществлять с 2020 года декабря. На сегодняшний день у нас уже можно сказать, что профинансировано немало сделок, то есть порядка 475 миллионов и порядка 89 договоров. В этом году компания «Иджара Лизинг» стала участником эксперимента по партнерскому финансированию. Это в целом направлено на развитие исламской финансовой индустрии в стране и экономическое развитие региона. Азербайджанский шакер-пури, алжирский макрут, татарстанский костыбы и чак-чак. Сегодня на площадке Казань-форума начался международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахмедзянова. По 5 традиционных блюд своей страны приготовят более 100 участников из Турции, Туниса, Алжира, Сенегала, Египта, России и не только. Чем удивили молодые повара, знает Сирина Васильева. Все внимание Аймана Мухаммада приковано к блюду. Чтобы добиться хорошего вкуса и эстетичного вида, требуется максимальная концентрация. 24-летний малайзийский повар готовит кирабу из креветки. Для пикантности добавляет лимон, имбирь и кокосовое молоко. В России впервые. Для меня это колоссальный опыт. Сразу по приезду успел попробовать ваш эшпышмак и чак-чак. Сделал для себя заметки. Сегодня буду удивлять жюри необычной подачей и секретными ингредиентами. Каждый участник турнира привез из своей страны уникальный локальный продукт. Это обязательное условие турнира. Например, шеф-повар из Малайзии привез сразу 4 ингредиента. Давайте попробуем первый. Это тростниковый сахарный сироп. Очень вкусно, приторно. Я у нас такого не пробовала. Привез ванильные крекеры, которые готовят только в моем родном штате. Я их использовал в десерте с тапиокой и манговым муссом. Это помогло разнообразить консистенцию. Привез и острые специи. Первый день свои кулинарные способности показали участники из Азербайджана, Египта, Ливана, Казахстана, Малайзии и Кыргызстана. За 1,5 часа они приготовили 3 традиционных блюда своей страны. 20-летняя Мерей Максиналы, единственная девушка, приехала из Алматы. Готовилась 3 недели. Чтобы удивить судей, во всех своих блюдах использовала кисломолочный продукт Средней Азии – корт. Для десерта я использовала как сахарную пудру, посыпка использовала. А закуски я использовала в азиатском соусе. Закуска это была карпаччо из телятины и азиатским соусом. На горячее у меня было стейк-сорьет, это из конины. Готовые блюда дегустирует жюри. В нем представители 14 стран. Это эксперты в мире гастрономии. Здесь важен не только вкус и сочетаемость продуктов, но и креативная подача и сама презентация. Начинаем давать оценки уже с первых минут. Смотрим на организацию рабочего пространства, гигиену, умение работать в команде, оперативность. Все участники проявили мастерство, показали превосходную технику и знания. Наш конкурс еще интересен тем, что мы помимо соревнований среди молодых талантливых поваров в возрасте до 25 лет, мы еще после соревнований где-то с 11-12 часов дня организуем питание для всех делегатов, которые приехали на форум «Россия. Исламский мир».
И вы посмотрите по боксу, видно, какие кухни здесь представлены. В течение 2 дней кухни 13 стран здесь представят более 100 кулинаров. Вместе с Гран-при финалисты получат колоссальный опыт и возможность стажироваться в лучших ресторанах мира. Сирина Васильева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. На выставке Russia Халяль Экспо свой уникальный халяль-напиток, изготовленный из винограда, представила компания «Эмис». Напиток очень полезный, витамины извлекают не только из мякоти, но и из зерен и кожицы ягод. Эмис – это витаминный напиток, созданный с целью укрепления здоровья. Витамины и питательные элементы извлекают из мякоти, косточек и кожицы. При этом напиток абсолютно натуральный, в нем нет ни сахара, ни консервантов. Из косточки и кожицы экстрагируем полезные вещества, виноградный сок. И получается напиток винный, полностью безалкогольный халяль. Эмис благоприятно влияет на здоровье. Чтобы получить максимум пользы из эликсира здоровья и молодости, его нужно употреблять регулярно, говорят изготовители. Площадка Казань-форума стала хорошей возможностью познакомиться с этой продукцией. Казань-Экспо – это международная площадка, и она именно призвана нарабатывать новые международные связи, международные направления реализации. Эмис открыл халяльный гастрономический комплекс с банкетным залом на 350 человек. При заказе банкета полезный напиток подадут бесплатно к любому блюду. С 20 мая при покупке 1 бутылки Эмиза 2-я будет в подарок. Компания Эмис заботится не только о культуре питания, но и о воспитании. Они поддержали проект фонда «Ярдем» по строительству единственного в России пансионата для девочек в деревне Тюнтерь Балтасинского района. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Завершаем выпуск с новостью о победе. Наша ватерпольная команда «Коссинтез» выиграла Кубок России. В финале казанцы обыграли «Динамо Шор» из Астрахани. Счет 17-13 в пользу наших. Этот трофей они выигрывали в 2005, 2010, 2021 и 2022 годах. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. А я с вами прощаюсь. До встречи.